Сотрудники пожарной части микрорайона Кангаласы обратились за помощью к своему депутату Якутской городской думы по Северному избирательному округу номер 15 Сергею Черных. На заседании комиссии по городскому хозяйству и экологии Якутской городской думы, которую возглавляет Сергей Черных, пригласили большое количество людей, отвечающих в той или иной мере за сложившуюся ситуацию. Разбор полетов был долгий и детальный. Сотрудники пожарных подразделений требуют, чтобы им платили за труд по фактически отработанному времени, обеспечивали их спецодеждой в достаточном количестве и по сезону. Требуют восстановления в должностях работников, уволенных за попытки отстоять свои права. Большой акцент пожарные сделали на то, что им не выделяется топливо в достаточном количестве, а также не финансируется ремонт пожарных машин и здания. Мы уже говорили, что эта история началась с сентября 2017 года, да, то есть за это время множество органов, в том числе прокуратура, АБЭП, Государственная инспекция труда, Минтруд, Роструд, очень много, суды, 40 исков и так далее и тому подобное. То есть, ФАС. Значит, на сегодняшний день именно по ценам, по заработной плате, значит, по недоначислению и невыплаты заработной платы, если мне не изменяет память, 13 исков сейчас находятся в Якутском городском суде. Только по Кангаласу. Грубо говоря, там каждому по 5, по 10 тысяч, да? Ну, где-то 130 тысяч. Да. Ну, если вот грубо говоря. И запчасти они нам не дают. Вот ГБУ, вот мы, чтобы выехала машина на пожар, да, мы покупаем сами запчасти, ставим ее, чтобы она поехала. Потому что от них делаем заявку сначала в 40-й отряд. 40-го отряда найдет в ГБУ. 2-3 дня нету. Чтобы машина встала в боевой расчет, купили сами, и она поехала. Все заключается в том, что значит, работодатель все свои проблемы он ставит, что нет финансирования. Но каким образом они отрабатывали это финансирование, они не могут объяснить, почему у них нет такого финансирования. Мы рассчитываем на любую поддержку. Значит, если депутатский корпус нас поддержит в любой мере, да, в том числе, вот как сейчас определили, что они подготовят письмо и войдут в состав комиссии. Потому что любая поддержка – это наш депутат, и, в принципе, он за нас переживает. Потому что не только мы написали, а сразу же, видите, мы написали, по-моему, я не помню, позавчера, и сразу все было организовано. То есть здесь есть конкретная заинтересованность депутата. Ситуация говорит о наличии проблем в системе жизнеобеспечения населения. Безопасность людей зависит от целого комплекса мер, в котором очень многое зависит от готовности пожарных частей к оперативному реагированию, состояния их технической оснащенности и финансового обеспечения. Пожарные требуют провести тотальную проверку как федеральных, так и республиканских ведомств, ответственных за работу пожарных отрядов на территории всей республики. На территории городского округа, город Якутск, находится 9 пожарных частей. Я соглашусь полностью с тем обращением, которое было. Да, там много эмоций, но вот если выделить вот 3 основных проблемы: заработная плата, материально-техническое снабжение и условия труда, то они на самом-то деле подтверждаются и прокуратурой, и трудовой инспекцией. То есть здесь достаточно трудно, и в том числе городским судом. То есть здесь трудно не согласиться с работниками Пождепо Кангалас. И мы в этой части полностью поддерживаем коллектив данного пожарного депо. И мы, скажем так, будем максимально стараться, чтобы эта ситуация все-таки решалась. Не только в Кангаласах, но и на оставшихся 9 объектов, которые находятся на территории города Якутска. Создана рабочая группа. Проверка соблюдения всех положенных нормативов и специальная оценка условий труда уже начаты. Сергей Черных внес предложение непосредственного включения его в эту рабочую группу для личного контроля решения проблемы своих избирателей.